Другим темам делегация правительства республики отчиталась перед жителями поселка Жатай. Рабочая группа подвела итоги деятельности органов власти за минувший год и ответила на вопросы населения. Все подробности у нашего корреспондента Александра Хлопковой. Итоги прошлого года подвел заместитель председателя правительства Якутии Александр Соловьев. Так, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, социально-экономические параметры Якутии оцениваются устойчивыми. За год продолжительность жизни населения увеличился на 1 год. По естественному приросту Якутия занимает 8-е место в России. За счет всех источников республики в целом введено 75 социальных объектов, в том числе 10 школ, 2 интерната, 28 детских садов, 5 объектов здравоохранения, 11 объектов физкультуры и спорта, 13 объектов культуры, 2 многофункциональных центра. Александр Соловьев отметил, что только за прошлый год 15 тысяч якутян улучшили свои жилищные условия. Из них только по программе переселения из ветхого и аварийного жилья 2047 семей получили новые квартиры. Всего в Жатае за прошлый год введено 14 тысяч квадратных метров жилья. Стояла в очереди 33 года. Ну, тепло, главное тепло, что в доме. Светло, тепло, уютно. Отметим, что с годами Жатай растет, строится индивидуальное жилье. Сегодня в поселке в целом проживает более 9 тысяч человек. С позапрошлого года ведется активное строительство нового микрорайона. В этом году, в сентябре месяце, мы должны сдать там детский сад. Поэтому у нас еще появится 4-й уже детский сад. Ну, там отведено место, зарезервировано место под строительство школы. Но я думаю, что со временем и школа потребуется. На отчете правительства, как и в прошлом году, поднимался вопрос о развитии и финансировании судостроительного завода. Сейчас там заняты 600 человек. По словам работника, весь запас ремонтного оборудования иссяк, а вся техника вышла из строя. Мы бы хотели встретиться с зампредседателя правительства, который отвечает за транспорт, и с нашим руководством, и с Министерством транспорта. Любая промышленность, она заключается в чем? Если нет развития, значит она развалится. На данном этапе у нас так и происходит. То есть мы выживаем. Сейчас вот придите на склад, все пусто. То есть ремонтироваться вообще нечем. Они там докладывают, что все нормально, но в навигацию выйти это только за счет инициативы экипажей. Действительно, если раньше Жатай славился судноремонтным заводом, в котором были заняты многие жатайцы, то сейчас ситуация изменилась. В городском округе нынче активно развивается агропромышленность. Уже в последнее время, наверное, из промышленных стали в агропромышленные. Поэтому те крестьянские хозяйства, которые у нас работают, ну, действительно стабильно, уже, будем сказать, что развитые. Но здесь не только они что-то у нас выращивают, в последнее время овощехранилище, вот сейчас запускают перерабатывающее производство уже. Помимо этого, жатайцы поняли ряд проблем. Это и установление льготного проезда на автобусы для студентов, возобновление строительства плавательного бассейна, реализация проекта по строительству детских развлекательных центров. Все вопросы, по словам рабочей группы, приняты на заметку и в скором времени будут рассмотрены. Александра Хлопкова, Дмитрий Сергучев, НВК СХ, Жатай и Якутия.